что необходимо делать? Не завозить животных оттуда. Вот это первое, не завозить. У нас на сегодняшний день завозятся оттуда, нелегальным путем, скажем так. Я не знаю, чтобы официально кто-то что-то завозил, но овцы, козы и так далее. Вот это надо остановить. Значит, через них может пройти также, африканская чума, сейчас про нее мы не будем говорить, потому что она у нас есть уже, и она никуда не ушла, поэтому про нее можно забыть. Но есть новые заболевания, которые не то чтобы в самой Грузии, но Грузия сообщается со всем миром, и туда очень легко проникают заболевания. Мы имеем сведения того, что там, возможно, у них есть и чума мелких жвачных. Есть такая болезнь, но очень серьезная, очень опасная, которая нанесет колоссальный урон всем нашим животноводам в плане, имеется в виду болезнь коз и овец. У нас много коз, как вам известно. Значит, если эта болезнь сюда проникнет, то вызовет большущие волнения и проблемы. Поэтому надо понимать, что козы и овцы не должны завозиться с Грузии. Не должны. Но, с другой стороны, ветеринарная служба, она же тоже должна контролировать на границе, какую продукцию завозят. Или вы говорите просто о нелегальных перевозках? Естественно, нелегально, во-первых. Во-вторых, ветеринарная служба не имеет таких мощностей, таких ресурсов ни людских, ни материальных, чтобы это контролировать. У нас эта восточная граница имеет несколько мостов. Мы находимся только на центральном мосту. И, кроме того, я даже не знаю, каким путем это все происходит. Мне кажется, что это установить и предотвратить это дело не одной ветеринарной службы, это дело прежде всего других органов. И контролировать больше всего должны не как раз-таки не ветеринарная служба, а другие структуры, которым это предписано, которые могут это остановить. Вот это надо понимать. Естественно, ветеринарная служба должна контролировать, никто от этого не отказывается, но это не силовой орган.